Город будущего глазами ребенка. Каким именно может стать Владикавказ, представил и смоделировал молодой ученый, девятиклассник Максим Поляков. Его проект стал призером республиканского конкурса «Шаг в будущее». Максим – воспитанник Республиканского центра технического творчества. Именно здесь, с педагогами, он и делает первые шаги к своей мечте. Город будущего будет почти идеальным городом, в котором будет общество тоже почти идеальным. И здания будут расти не вширь, а вверх, то есть и вообще город станет, наверное, уже не только на Земле, а в космосе. Конкурс «Шаг в будущее» проходит ежегодно. В 11 номинациях свои работы представляют одаренные дети со всех районов Северной Осетии. Их число с каждым годом растет. В этом году их было 111. Конкурс проходил в двух возрастных категориях в несколько этапов. Каждый участник мог подать только один проект по одному направлению. Причем работа должна быть написана без помощи соавторов. В этом году абсолютным победителем стал Георгий Каспарянц, ученик 3-й школы Владикавказа. Теперь он претендент на получение премии президента России в рамках национального проекта образования. Лауреатов республиканского конкурса сегодня наградили министр образования и науки Алан Угоев и ректор горно-металлургического института Юрий Разоренов. И очень отрадно, что мы видим лица молодых людей, школьников, которые проявляют интерес к науке. Это, я считаю, наше будущее, будущее инженерного образования, будущее развития республики Северная Осетия, Алания. И я надеюсь, что все эти молодые люди придут учиться не только в наш вуз, нам бы хотелось, чтобы они все к нам пришли, но и придут в другие вузы Российской Федерации. «Шаг в будущее» – это конкурс, который развивает в детях творческие способности и интерес к научным исследованиям. Отличившимся ребятам подарили грамоты и памятные подарки. Но главный приз для юных ученых – сертификаты на курсы подготовки к экзаменам. Еще одну хорошую новость сообщил ректор ГМИ. На базе института теперь будет работать бесплатная воскресная школа по физике. Яна Гайгиева, Тинатин Музашвили, Евгений Маркин, Осетия ТВ.